Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля мы продолжаем наши уроки изучения ля иляха илляллах. И мы с вами дошли до 4 главы, глава «Что же означает илях?» То есть и'рабу илях. Когда мы говорим ля иляха, это взято с арабского глагола аляха. Аляха я'ляху иляхатан. Подобен по смыслу как абада я'буду ибадатан. Абада – поклоняться, я'буду – поклоняется, и ибада – поклонение, то есть поклонение. Отсюда следует, что маф'уль, то есть то, на что или то, на кого попадает действие, это от глагола аляха, будет ма'лух, то есть тот, над кого попадает наше действие. То есть мы поклоняемся, а Аллах Субханаху ва Та'аля ма'лух. И также будет равен по смыслу маф'уль от глагола абата в смысле ма'буд. То есть абада поклоняется, ма'буд тот, кому поклоняются. То есть тот, кому поклоняются. Как это говорит имам Ибн Фарис, рахимахуллах, «Аль-хамзату валь-ляму валь-хау аслул вахидун, ва хуа ат-та'аббуду, фаль-илаху Аллаху Та'аля, ва суммия бидалика ли'аннаху ма'будун, ва юкалу та'лаху ар-раджулу ида та'аббада». Буквы хамза, лям и ха составляют одну основу, которая означает поклонение, та'аббуд. Поэтому слово илях – это Аллах Всевышний, и названо оно так, потому что он объект поклонения. А так говорят, например, та'аллаха ар-раджулу. Та'аллаха ар-раджулу, то есть человек, либо мужчина, либо человек, совершил поклонение. Он совершал поклонение. Кому? Аллаху Субханаху ва Та'аля. Эти его слова передаются Муджам Макаисуль аль-Луга, в первом томе, странице 127. И также имам аль-Багави, рахимахуллах, муфассир, говорит в своем тафсире в отношении слов Аллаха «Ла иляха илля хуа, ма'наху ла ма'буда илля Аллах». Смысл слов Аллаха Субханаху ва Та'аля «Ла иляха илля хуа», что нет никого достойного поклонения, нет объектов достойного поклонения илля хуа, кроме как Аллах. Это что? Смысл его, что нет никого, кто заслуживает поклонения, кроме Аллаха. То есть нет объекта, которому поклоняются, либо должны поклоняться, либо достоин поклонения, кроме как Аллах Всевышний, кроме как Аллах Субханаху ва Та'аля. И поэтому слова «ля иляха» значит нет объекта поклонения. Значит нет объекта поклонения. Данная частица «ля» в арабском языке имеет несколько смыслов. Но так как в данном случае слово после нее приходит в падеже насб, то мы понимаем, что в данном случае она является частицей отрицания целого класса. То есть это будет «ля нафиятуль ли джинс». «Ля нафиятуль ли джинс». То есть если после нее идет какое-то слово, то она отрицает наличие всего класса, либо всего объектов, которые помимо этого. Когда после него идет что? Насб. Если это ля нафия ли джинс, указывает на то, что она отрицает наличие всего класса указанных объектов. Ля иляха. Нету ни одного объекта, нету ни одного того, кто заслуживает поклонения, илля Аллах. Иными словами, если мы скажем, что частица ля нафиятуль ли джинс в данном контексте значит, что нет никого или нет абсолютно никого. То есть она отрицает абсолютно все. Иляха – объекта поклонения. То есть нету абсолютно никакого объекта поклонения, либо того, кому поклоняются, илля Аллах, кроме как Аллаха. И получается, что эти два слова означают, что нет никого объекта для поклонения, либо абсолютно никого, никакого. В этих словах содержится полное отрицание, с корнями полное отрицание других божеств, либо других объектов для поклонения, отрицание того, что хоть кто-то в этом мире достоин, либо заслуживает поклонения. Это отрицает абсолютно с корнями все, чему поклоняются, либо что заслуживает поклонения, либо достоин поклонения. Ничто не достоин поклонения, никто не достоин поклонения. Ни одно
существо, либо же не существо недостоин поклонения. А в действительности существует множество божеств, кому поклоняются помимо Аллаха. Они взяли себе божества тагутов. И тагут — это общее слово, которое берется, что человек может даже свои страсти взять тагутом. Как Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Афаруайта ман иттахада иляхаху хавах». Разве ты не видел тех, которые взяли что? Свои страсти себе божеством. И Ибн Джарир, рахимахуллах, говорит: «Алаха бима'на абада, валь иляху масдаруху мин каули аль-каиль, алаха Аллаху фулан иляхатан, кама юкаль абада Аллаху фулан ибадатан». Алаха означает поклоняться, как абада. Это одно и то же слово, почти как абада. А в словах илях означает, что либо является масдаром от слов алаха, Аллаха, фулан, иляхатан. И также и говорят то, что абад Аллаха фулан ибадатан. То есть такой-то поклоняется, либо поклонялся Аллаху поклонением. Эти его слова передаются в Тафсир Ибн Джарира, в первом томе, страница 54. И также говорит имам Аль-Фейрузабади, рахимахуллах: «Алаха я'лаху иляхатан, ва та'аллухан ка'абада я'баду ибадатан, ва та'аббудан». Иля алаха я'лаху иляхатан. Подобно выражению абада я'буду ибадатан. Поклонялся, поклоняется и поклонение. Ва та'аббадан. Поклонялся, поклоняется, либо поклонение или же совершал поклонение. Эти его слова передаются в Басаиру Завати Тамйиз во втором томе, 14 странице. И также шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, разъяснил значение истинного иляха, говоря: «Вакад байяна шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, ма'на аль-иляхат аль-хак, факаля, фал-иляху хуа аллади та'аллахаху аль-кулубу ибадатан, واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشاركه فيه، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله». Шейх Ислам Ибн Таймия говорит: илях – это тот, к кому сердца обращаются в поклонении, в поиске помощи, с любовью, возвеличиванием, страхом, надеждой, почитанием и уважением. Только у Аллаха Пречистого есть право, которым не обладает никто другой. Поэтому не поклоняется никому, кроме Аллаха, не взывает никому, кроме Аллаха, не боятся никого, кроме Аллаха, и не повинуются никому, кроме Аллаха, кроме как Аллаху субханаху ва та'аля. Эти его слова передаются в Маджму аль-Фатава, в первом томе, в 36 странице. Если посмотреть слова шейху Ислама Ибн Таймии, рахимахуллах, что можно поразмыслить и взять огромную пользу, что все поклонения заслуживают только один Аллах субханаху ва та'аля. Ни одно творение, ни один вали, ни один из аулия Аллаха, ни один из пророков, ни один из ангелов, никто не заслуживает поклонения. Никто, кроме кого, кроме как Аллах субханаху ва та'аля. Как Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Фал-иляху хуа аллади та'аллахаху аль-кулуб, ибадатан, васти'анатан, ва махаббатан, ва та'зиман, ва хауфан, ва раджа'ан». Илях – это тот, кому сердца обращаются в поклонении, в поиске помощи, либо в любви, возвеличивании, страхом, надеждам. И это все является поклонением. Никто не имеет права обращать это кому-то другому, помимо Аллаха субханаху ва та'аля. Никто не должен любить полной любовью, как должен любить Аллаха, кого-то другого. Либо же бояться кого-то, как боится Аллаха субханаху ва та'аля. И от этого выходят те люди, которые взывают днем и ночью каким-то аулия, говоря, что «Фулан, я фулан, ибн фулан, уду Аллаха ли». Это все является многобожием. Они не заслуживают этого. Напротив, не заслуживает ни один из пророков, ни один из ангелов, чтобы им поклонялись. Да, мы любим пророка. Да, мы уважаем пророка. Да, мы уважаем пророков. Мы за них готовы отдать жизнь. Однако у них нет достоинства, чтобы им поклонялись. Поклоняться должны только Аллаху субханаху ва та'аля. Никто не заслуживает поклонения. «Ла малакун мукарраб, ва ла набиюль мурсаль». Ни приближенный ангел и не посланный пророк. Наоборот, пророки приходили с предостережением от того, чем занимаются большинство многобожников, могилопоклонников и других. Наоборот, пророки сражались с такими же людьми, которые говорили: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Мы им не поклоняемся, кроме как, чтобы они что? Приблизили нас к Аллаху.
Чем отличается сегодняшний могилопоклонник, суфи или же другие мушрики, которые берут посредником, приходят к могиле, взывают, говорят: «Я валиуллах, я фулан ибн фулан, я фулан, агифни индаллах, ишфа'ли индаллах, уду Аллаха ли». Приходят, берут василя, говорят: «Сделай шафа'а у Аллаха, будь моим заступником» и так далее. Чем он отличается от мушрика Курайшида, с которым посланник Аллаха сражался, который говорит: мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас. Христиане тоже говорят то, что мы не поклоняемся Марии, кроме как, чтобы она приблизила нас к Богу, либо же к Исе. Это и является то, что взяли иляхом, а илях только Аллах. Только Аллах, субханаху ва та'аля, заслуживает поклонения. Он является иляхом, как Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорит: «Аль-иляху хуа аллади юта'у, фала ю'са, хайбатан лаху ва иджлалан ва махаббатан ва хауфан ва раджаан, ва таваккулан алейхи, ва саваун, ва су'алан лаху ва ду'аан лаху, ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. الله أكبر. Где же эти суфисты? Где же эти мушрики, которые берут кого-то другого помимо Аллаха субханаху ва та'аля, по отношению слов имама Ибн Раджаба, который говорит: илях – это тот, кому повинуются и не ослушаются его из-за почтения к нему, возвеличивания, любви, страха, надежды, упования на него, обращения к нему с мольбой и дуа. И все это не подходит никому, кроме Аллаха, пречистленный и возвышен. И кто приобщает к творению долю из этих дел, которые являются особенностями мин хасаисиллах. Это особенности Аллаха субханаху ва та'аля. Мин хасаисил илахия, мин хасаисил убудия, которые являются особенностями божественности, особенностями улухия. Тот умаляет искренне в слове, когда он говорит ля иляха илляллах. То есть он не соответствует с его действия, с его словам, которые он говорит на языке. И в его сердце будет рабство творению в той мере, в какой он отдает им из этих действий. Эти его слова передаются в Куратуль Уюн аль-Муахидин в 25 странице. И дело в том, что вышеупомянутая частица ла нафиятуль ли-джинс, которая является частицей отрицания целого класса, как мы говорили, обязательно наличие своего исма, то есть подлежащего. Исму ла. Также наличие своего сказуемого, хабар ла. Исму ла тут является слово илях. Но где же сказуемые, которые объясняют такого рода иляхи, то есть объекты поклонения, отрицающие, которые отрицают что? Частицы ля. Дело в том, что, дорогие братья, если из контекста ясно, что имеется в виду, то хабар, то есть сказуемые, которые бывает у частицы ля, не произносится, а подразумевается. И хабаром, то есть сказуемым скрытым, является аль-хак, заслуживающего поклонения. То есть ля иляха аль-хакку илляллах. Нет божества, достойного поклонения, либо истинного божества, кроме как Аллах, субханаху ва та'аля. И имам Аз-Заджадж, рахимахуллах, говорит: «Ма'на каулина илях, иннама хуа аллади ястахику аль-ибадата, ва хуа та'аля аль-мустахику лаха дуна сивах». Аллаху акбар. Смысл нашего выражения илях заключается в том, что это тот, кто заслуживает поклонения, а это Всевышний. И только он заслуживает поклонения, и никто другой. Никто не заслуживает, чтобы ему обращали хоть долечку, хоть одно из поклонений. И тот, кто обращает свое одно поклонение к творению, он становится мушриком, приобщающим Аллаху сотоварищи. Просим Аллаха субханаху ва та'аля защиты от этого. И из-за этого мы должны изучать ля иляха илляллах. Из-за этого мы должны самая большая, либо самая главная цель в нашей жизни изучать ля иляха илляллах. Жить по нему и действовать по нему. Простое произношение, где-то услышал, кто-то сказал, что вот так не пойдет. И этим решается твое будущее, вечность твоя. Либо ты вечно будешь в раю с ахлю ля иляха илляллах, либо же ты будешь вечно в аду
с тем, который, что противоположность ля иляха илляллах. Даже если ты это произносил, простое произношение не принесет пользу, без истинного смысла и бездействия. И шейх Сулейман ибн Абдуллах, рахимахуллах, говорил: «Ва-ма'на ла иляха илляллах, ай ла ма'буда бихаккин илля илахун вахид». Смысл слов ля иляха илляллах заключается в том, что нет достойного поклонения божества, кроме одного иляха. Кроме одного иляха, и это является Аллах субханаху ва тааля. Другие объекты не заслуживают, чтобы им обращали поклонение, чтобы перед ними стояли смиренно, как перед Аллахом, чтобы их боялись так, как боятся Аллаха, чтобы их просили в дуа, либо же хоть какое-то, чтобы им приносили жертвоприношение. Нет, никто не заслуживает, только Аллах. Аллах субханаху ва тааля. И клянусь Аллахом, мы не поклоняемся Мухаммаду, мы не поклоняемся ни одному из пророков, мы не поклоняемся ни одному из ангелов. Мы любим их, однако они не заслуживают поклонения. Мы за них готовы отдать свою жизнь, защищая его честь. Мы готовы отдать свою жизнь, защищая за честь Ису, алейхиссалям. Однако он не достоин, чтобы ему поклонялись. У них у всех есть свое место. Однако никто из творений не заслуживает поклонения. Только Творец заслуживает, чтобы ему поклонялись. Как говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, рахимахуллах, «Ла иляха илляллах, ай ла ма'буда хаккун илляллах». «Ла иляха илляллах» – это означает, что нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Эти его слова передаются в Фатхуль Маджид ли шархи Китаби Таухид, первом томе 121 странице. И доводом на это является аят из Корана, который Аллах субханаху ва тааля говорит: «Залика би анна Аллаха хуа аль-хакку, ва анна ма яд'уна мин дунихи аль-батил, ва анна Аллаха хуа аль-алийю аль-кабир». Это потому, что Аллах является истиной, а все, чему взывают помимо Него, является ложью, а также потому, что Аллах возвышенный, великий. «Залика би анна Аллаха хуа аль-хак». Вот все творение, весь этот мир, деревья, которые мы видим, небеса, которые мы видим, земля, ты сам, о дорогой брат, о уважаемая сестра, мы сами являемся доказательством истинности Аллаха субханаху ва тааля, что Он является халиком, что Он является Творцом. Когда ты смотришь на себя, у тебя есть руки, у тебя есть ноги, когда ты видишь деревья, небеса, это все указывает на что? Залика, вот это. Почему? Потому что би анна Аллаха хуа аль-хак, потому что Аллах является истиной. А все, что помимо Аллаха субханаху ва тааля взывают, они являются батилом, ложью. Никто из них не достоин поклонения. Сура Лукман, 30 аят. Частица «илля», кроме, является частицей исключительной. Это является, что частицей иститна, то есть исключение, кроме Аллаха. Когда мы говорим «ла иляха», нет никакого божества, достойного поклонения, «илля» что делает исключение. Нет никакого «илля», однако что? «Илля Аллах», кроме Аллаха. Только Аллах исключение. И мы видим, что тут, первое, тот, кому поклоняются из-за того, что он достоин этого поклонения. Второе, тот, кому поклоняются не по праву. Тот, кто достоин поклонения, это Аллах, Творец всего сущего. А тот, кто не достоин поклонения, это творение Аллаха, которым поклоняются и которых обожествляют. Это такие же люди, те, которые идут к могилам, те, которые идут к каким-то правителям. И ширк фил-кубур ничем не отличается от ширка фил-кусур. Ширк, который делают могилопоклонники, ничем не отличается от тех людей, которые идут и что обращаются на выдуманные законы, на какие-то демократические и так далее. Это является поклонением, как и является поклонением дуа. «Инил хукму илля лиллах». Никто не заслуживает, нету никому хукма, кроме как Аллаху субханаху ва тааля. И это становится ясно, что смысл свидетельства «Ла иляха илляллах», «Ма'на ла иляха илляллах, ла ма'буда бихаккин илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме как Аллаха субханаху ва тааля. Как Аллах субханаху ва тааля этим же посланием, этим же словом или же этим увещеванием отправил всех своих посланников. Всевышний Аллах говорит: «Вама арсальна мин каблика мин расулин илля нухия илейхи аннаху ла иляха илля ана фа'будун». Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено,
что нет божества кроме меня, поклоняйтесь же мне. То есть все пророки, все посланники Аллаха и пророки приходили с одним призывом, с ла иляха илляллах, что ла ма'буда бихаккин илляллах, нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. Каждый из пророков говорил фа'абуду Аллаха, поклоняйтесь же Аллаху. Каждый из пророков предостерегал «Валя тушрику билляхи шей'ан» и не приобщайте к Аллаху сотоварищей. И также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит об этих пророков. Нам Аллах Субханаху ва Тааля приводит их истории, что Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Ва иля адин ахахум худан, каля я кауми абуду Аллаха ма лакум мин иляхин гайрух». И мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь? Неужели вы не побоитесь?» Каждый из пророков приходил этим. Каждый из пророков приходил этим. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Иннама ана башарум мислукум». Поистине я такой же человек, как и вы. Однако что? Мне внушаются «Иляху ва иляхукум иляху вахид ла иляха илляху ар-рахману рахим». Ваш Бог – единственный Бог. Нет божества, кроме Него, милостивого, милующего. Каждый из пророков приходил, цель каждого из пророков была «Ла иляха илляллах». Как Ибн Джарир, рахимахуллах, говорит: «Якуль ла ма'буда бихаккин таджузу ибадатуху ва таслуху аль-улухияту лаху илляллах, алладhi хадихи сифатуху, фад'ууху айюхан нас мухлисина лаху ддина, мухлисина лаху та'атан, муфридина лаху аль-улухията, لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن وصنم ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا». Смысл в том, что нет истинного божества, достойного поклонения, которому дозволено служение и кому надлежит божественность, кроме Аллаха, чьи качества – это эти качества, то есть чьи качества, эти качества принадлежат Аллаху, так взывайте же к Нему. О люди, взывайте же к Нему, искренне посвящая Ему религию, очищая для Него послушание и утверждая божественность только за Ним одним. Не приобщайте к поклонению Ему никого и ничего, кроме Него, ни идолов, ни статуй, и не устанавливайте Ему ни равного, ни подобного. Субханаллах. И смысл в том, что нет истинного божества, достойного поклонения, которому дозволено служение кому-либо, либо же дозволено служение и кому надлежит божественность, кроме как Аллаха. Это чьи качества? Качество Аллаха Субханаху ва Тааля. Эти его слова передают в Тафсире Ибн Джарир в странице 357. И также Ибн Джарир толкование слов Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал: «Фа'алям аннаху ла иляха илляллах». Знай же, что нет божества кроме Аллаха. Ибн Джарир, рахимахуллах, говорит: «Якулу та'аля зикруху линабийихи Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям, фа'алям я Мухаммаду аннаху ла ма'буда танбаги ау таслуху лаху аль-улухияту, ويجوز ذلك للخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونها». Ибн Джарир говорит о словах Аллаха, который сказал: «Знаешь же, что нет божества кроме Аллаха». То есть Всевышний Аллах говорит, обращается к своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммаду, говорит: «Знай, о Мухаммад, что нет истинного объекта поклонения, которому надлежит и дозволено быть божеством, и поклонения, которому дозволено тебе и всему творениям, кроме Аллаха, Творца всего сущего и владыки всего. Ему одному подчиняется в господстве все, кроме Него». Эти слова Ибн Джарира, рахимахуллах, передаются в Тафсире Ибн Джарир в 208 странице. И также Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: «Ат-таухид алладhi ба'атha Аллаху бихи русулаху هو العبادة الله وحده لا شريك له وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد». Единобожие, с которым Аллах посылал всех своих посланников, это поклонение одному лишь Аллаху без сотоварища. И это есть смысл свидетельства «Ла иляха илляллах». Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Она включает в себе единобожие как в словах, так и в убеждениях, так и в намерениях и стремлениях. То есть мы должны
быть единобожниками, посвящать единобожие только Аллаху в наших словах, в наших убеждениях, в наших намерениях и стремлениях. И никак иначе. Никто, кроме Него, не заслуживает, чтобы мы что делали? Уединяли Его в своих словах, в своих убеждениях, в своих намерениях и в своих стремлениях. Эти слова Ибн Тайми, рахимахуллах, передаются в Баян Тальбис аль-Джахмия, 4 томе, странице 623. И Всевышний Аллах, дорогие братья, по своей мудрости, по своей великой мудрости, прежде в вере в себя, поставил отрицание всех лжебожеств, отрицание тагута, чтобы человек сначала очистился от многобожия и только потом чистым уверовал в Аллаха. И как ученые говорят, когда мы говорим «ля иляха», то мы отрицаем все ложные божества, которым поклоняются, и это называется аль-куфру бит-тагут, неверие в тагута, проявление неверия в тагута. Илля Аллах, кроме Аллаха, это вера в Аллаха, аль-иманун биллах, иманун биллах. Эти два столпа, которые обязан знать каждый человек. Первый это нафи, второй это исбат. Мы отрицаем все божество, все, которые посвящают кому-то поклонение, недостойно они, мы отрицаем их, мы говорим то, что они являются тагутами, которым поклоняются помимо Аллаха. Мы отрицаем их божества, божественность. И что делаем? Утверждаем только Аллаху. Нусаббиту факад лиллах. Утверждаем мы только Аллаху субханаху ва тааля. То, на чем состоит таухид и вся религия, это и есть ла иляха илля Аллах. Это и есть его столпы. Ан-нафи валь-исбат. Это то, на чем строится таухид и вся религия. И Ибн Джарир, рахимахуллах, говорит: «Аль-улухияту лейсад ли гайрихи джалла танауху би ваджхин мин аль-вуджух, ла мин джихати тусаммия бих, ولا من جهة المعنى وذلك أن قد بينا أن معنى الله هو المعبود ولا معبود غيره جل جلاله». Улухия, божественность, не принадлежит никому, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Что никто, ни с какой стороны, ни в отношении имени, ни в отношении смысла не имеет достоинства, чтобы назвался улухией или божественностью, или описывался этим. Ведь мы уже разъяснили, говорит шейх, что значение имени Аллах – это объект поклонения, и нет объекта поклонения, кроме Него, кроме Аллаха субханаху ва тааля, кроме Аллаха, да возвеличится Его величие. И также Ибн Джарир, рахимахуллах, комментируя слова Аллаха субханаху ва тааля, говорит: «Аллаху ла иляха илляху», говорит: «Хабарун мин Аллахи джалла ва азза, أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية». Аллаху Акбар. Аллах, нет божества кроме Него. Сура Аль-Имран, 2 аят, который Аллах субханаху ва тааля говорит. Ибн Джарир говорит, это сообщение от Аллаха, велик Он и могуч, то, что Он сообщил своим рабам, что божественность, улухия, это принадлежит исключительно Ему, исключительно Аллаху. Хас – это особое исключение Аллаха субханаху ва тааля, а не кому-либо из ложных богов или же идолов, и что поклонение не подходит и не дозволено никому, кроме Него, так как Он единственный обладает рубубией, господством, и улухией, единственный, который заслуживает божественности. Эти его слова передаются в Тафсир Ибн Джарира в 1 томе, в странице 133. И также имам Ас-Сан'ани говорит: «Ла ястахику л-илахията илля ман якдиру аля л-ихьяи вал-иджади мин ал-адами, лианнаху л-ин'аму биаблаги вуджухи ан-ни'ам. وهذا لا يليق بوصف بشر وكل محدث». На илахия, то есть божественность, заслуживает права лишь тот, кто способен даровать жизнь и создавать из небытия. Как Аллах субханаху ва тааля создал нас из небытия. Человечество не существовало, только Аллах субханаху ва тааля создал. И никто не имеет возможности создать. И поэтому что? У илахия божественность заслуживает права лишь тот,
кто способен даровать жизнь и создавать из небытия, ведь это величайший вид благодеяния, а такое не подобает ни людям, ни любому сотворенному. Его слова передаются в Тафсиру Ас-Сам'ани в 3 томе, странице 373. И, иншаллах, думаю, сегодня на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля дать нам правильное понимание ля иляха илляллах и дать нам дела, соответствующие ля иляха илляллах, чтобы мы прожили свою жизнь на ля иляха илляллах и отдали свою жизнь на ля иляха илляллах, чтобы вся наша жизнь, вся наша цель была, что было на ля иляха илляллах. Все наши действия соответствовали ля иляха илляллах. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.